Так и пропал Шундер. А мальчонки-то что? Не понимают еще, что он отцу матери горе принес. Резвится, бегает себе по траве, росточком наравне с цветами. Людям его и не видно. Бегал, бегал и по дороге, и поперек дороги до устали. Вдруг заметил, кто-то на него пристально смотрит. Ого! Ой, какое неведомое страшилище! В черной густой шерсти, с широким приплюснутым носом, с кривыми рогами на тонких ножках. Такого дива Шундер еще никогда не видел. Ох, и испугался же малец. Кинулся было бежать, а страшилище легко его догнало и опять смотрит на него черными глазами. Затем тонкой ножкой приударила, да рогами боднула. Шундер от удара кубарем скатился в траву, да тут же ох и рассердился, кровь в нем вкипела. Встал, подошел к обидчику и цепко схватился обеими руками за шерсть страшилища. А тот и сам от такого нежданного оборота перепугался и гуп кинулся бежать. Бежит, а Шундер так и висит тряпьем на нем, за шерсть намертво уцепился. Руки разжать боится, чтобы под задние ноги не попасть. Затем, держась за шерсть, ловко перебирая руками, поднялся вверх, сел страшилищу на спину и взялся за рога. Баран это был. Сидит Шундер на нем, смотрит кругом, как далеко все видно. А крест зеленый луг с цветами, налево лес, а справа река виднеется. Баран бежит, задними ногами подпрыгивает, старается сбросить седока Шундера, но никак не может. Так Шундер на спине барана попал в соседнюю деревню в овечий хлев. Хозяйка овечьего стада и не заметила его, принесла ведро помоев, налила в корыто и домой ушла. Овцы с шумом попили, почавкали, поели, а мальчик голодный остался. Когда все овцы улеглись, тогда только Шундер отцепился от рогов барана и слез с него. Подошел к корыту, но оно было пустое. Лишь около корыта овцы обронили 2 кусочка хлеба, их только в рот и положил. Ну да маленькому-то много ли надо? Поискал глазами среди овец знакомого барана, на чьей спине весь день катался, да оглядывал окрестности, прилег к нему. В теплую шерсть носом уткнулся и заснул. Так от усталости крепко спал, что даже не заметил, когда стадо овец ушло на пастбище. Проснулся Шундер один в хлеву. Пить хочется, а в корыте ничего нет. Утреннюю еду опять до капли выпили, вылизали овцы, и дверь наглухо закрыта. Также такому шустрому да озорному Шундеру и вдруг просидеть целый день в хлеву. Не бывать этому. В окошечко протиснулся, вылез и сбежал. Огляделся вокруг, все незнакомое. А как же иначе? Он же в другом селении. На дворе самая макушка лета, жара стоит нещадная, капли воды нигде нет. Ни лужицы, ни росинки. У мальчишки так в горле пересохло, что даже слюны во рту не осталось. Вдруг он услышал хрюканье. Пошел на звук, смотрит, кто-то очень большой лежит, хрюкает, а вокруг живота такие же розоватые, только маленькие двигаются, толкаются, соски ищут. Шундер это дело тоже еще не забыл, да и очень уж пить хотелось. Зашел он за изгородь, лег к маленьким и присосался к одной соске. Таким вкусным оказалось молочко свиньи, наелся и уснул там. Вскоре хозяйка свиньи принесла ей пить и увидела Шундера. Очень сильно испугалась, кричать начала: «Ой я, да ой я, мол, приходите, добрые люди, посмотрите, посмотрите, моя свинья на человека похожего детеныша родила». Собрались взрослые и дети, глазам верить боятся, дивуются небывалому. И правда, свинья родила на человека похожего детеныша, а шуму-то гамму вокруг, вся деревня всполошилась. А Шундер спит себе и спит, ртом за соску свиньи держится, ничего не слышит. Наконец люди осмелели, да и взяли его, оттащили от соски. Тогда только Шундер проснулся, глаза открыл и говорит: «О, как я долго спал!
Тут все жители вмиг от изумления замолчали, как языки проглотили. Вот ведь диво-то какое, разговаривает. Старики и старухи перекрестились, мол, сколько на свете уже живем, а такого дива не видывали. Вот ведь что может быть. Поросенок может говорить совсем как человек.